Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. И вот о чем сегодня расскажем. Подросток с ружьем сегодня разгуливал по казанскому поселку Залесный. Я даже на всякий случай закрыла на 2 замка дверь, мало ли что. Откуда подросток достал ружье и какие у него были намерения? Ситуация разбиралась Ирина Васильева. За неделю до старта. Такие события такого масштаба, такого уровня, с таким подходом в России происходит крайне редко. Как главная площадка игр будущего готовится к предстоящему первенству, увидел Рамиль Шайдуллин. На льду Татнефть-арены Шаян-матч. Можно сказать, Акбарс чемпион! Побеждает только он! Как прошел первый детский хоккейный матч на татарском языке, увидел Русаль Шарипов. Сегодня в казанском поселке Залесный жители заметили разгуливающего с пневматическим оружием человека. Информация о подозрительном мужчине разлетелась по всем соцсетям с самого утра. Обеспокоены были родители, ведь происходило все недалеко от местной школы. Некоторые даже поспешили забрать своих детей с уроков. Однако ситуация прояснилась довольно быстро. Полицейские оперативно задержали того, кто в это утро лишил покоя жителей Залесного. С подробностями Ирина Васильева. Мы находимся в поселке Залесный. Сегодня во всех соцсетях Казани молниеносно распространилась информация о том, что именно по этим улицам разгуливал подозрительный мужчина с ружьем. Все случилось в 9 утра. Практически во все местные чаты поселка посыпались фотографии и предупреждения о том, что по улицам разгуливает некто с ружьем. Я даже на всякий случай закрыла на 2 замка дверь, мало ли что. Регине Фахретдиновой такое сообщение отправил муж. У них 10-месячный сын. Глава семьи велел ей закрыться в квартире и предупредить соседей. Конечно, информация была еще не подтвержденная, но я на всякий случай отправила в чат, где вот все мамы нашего жилого комплекса. Бдительности за себя, за свою семью, за своего ребенка, но еще, конечно же, лучше проинформировать других. Как можно больше, если людей проинформировано, конечно, будет безопаснее. Я сходила, ребенка забрала сама со школы на всякий случай. После такого же сообщения о мужчине с ружьем Дарья Мороз решила забрать сына первоклассника с уроков. Он учится в местной 57-й школе. Оказалось, школа уже приняла все меры. Я сразу побежала, и там куча родителей были, которые все пришли за детьми. Нам написали учителя, что с детьми все нормально, то есть провели меры, то, что закрыли классы, ребенок сказал, что они спрятались. Никто не испугался, все нормально, дети панике не поддались. В 57-й школе поселка Залесный учатся 808 детей. Информацию о неизвестном человеке с ружьем учителя узнали от родителей учеников. Мы сразу же приняли соответствующие меры согласно инструкции. Охрана нажала на тревожную кнопку. Мы позвонили в дежурную часть ОП номер 4 Юдина и сообщили о данной ситуации. Сотрудники прибыли в течение 5-7 минут и начали обход территории. Во время обхода сотрудники полиции задержали подозрительного человека. Им оказался 16-летний подросток. По информации МВД, он ходил пострелять в лес. Установлено, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес, предварительно с пневматическим оружием. Со слов подростка, намерений причинить кому-либо вреда у него не было. Возвращаясь домой, его заметили очевидцы и сообщили в полицию. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Известно, что семья благополучная, 2 детей. Сегодня провели профилактическую беседу как с родителями, так и с их сыном. Ирина Васильева, Наиль Абдуллян, ТНВ, Казань. Неделя остается до масштабного спортивного события года игр будущего. В эти дни в Казань приедут больше 2000 спортсменов из 107 стран. Основной площадкой состязаний в физических и виртуальных видах спорта будет выставочный комплекс «Казань-Экспо». Именно здесь пройдут церемонии открытия и закрытия. Также площадка примет соревнования по фиджитал, футболу, баскетболу, скейтбордингу, популярной игре Dota 2 и даже танцевальному симулятору. Какая готовность за неделю до начала, увидел Рамиль Шайдуллин.
Мы сейчас находимся в павильоне «Казань-Экспо», где у нас собрана уже футбольная площадка, где в ближайшее время стартуют матчи по фиджитал-футболу. Покрытие поля для фиджитал-футбола укладывали в 3 этапа. Сначала песок, потом специальная крошка и, наконец, газон. Осталось настроить свет и собрать сцену. И площадка готова. Мы видим медиаэкраны, которые уже собрали, которые уже протестированы и готовы к работе. И они порадуют наших зрителей, которые придут посмотреть наши матчи, потому что именно через них они смогут увидеть ту самую диджитал-часть, где соревноваться будут наши спортсмены. Там же, собственно, будет показываться и физикал этап. Опять же, какие-то повторы и прочее. Для этого у нас будут работать наши замечательные медиаповерхности. Здесь свои физические и виртуальные возможности испытают баскетболисты. Второй день на этом поле монтируют особые подножные модули для трансляции изображений. Недавно технологию протестировали на ВДНХ в Москве. Когда будут люди играть в баскетбол на вот этой площадке, соответственно, и будет показываться какая-то картинка, которая уже будет запланирована. Работа в самом разгаре, поэтому пока на территории Казань-Экспо можно находиться только в строительных касках. Тут и там строительные леса, но постепенно вырисовываются контуры будущих площадок для состязаний. Если на той будут играть в баскетбол, то на этой гонять на досках. Полноценный скейт-парк, где пройдут соревнования по скейтборду, строят действующие спортсмены и ветераны экстремальных видов спорта. Именно им уже 17 лет доверяют возведение таких объектов как в России, так и в Китае. Вот и в этот раз из фанеры, металла и бетона они создают объект международного уровня. Ждут мировых скейтеров, которые в Казани испытают силы перед Олимпиадой в Париже. Эти спортсмены входят в топ-30 мира, и вполне возможно, что на этих соревнованиях мы увидим человека, который встанет на олимпийский пьедестал в Париже. Такие события такого масштаба, такого уровня, с таким подходом в России происходит крайне редко. В эти дни в Казань приедут 277 команд. Они будут бороться в 21 фиджитал-дисциплине. Общий призовой фонд составит $10 миллионов, в продаже 80 тысяч билетов. Большую часть уже раскупили. Вот буквально утром мы проводили штаб. Сегодня порядка 73% билетов реализовано. И по ряду видов спорта, вот сегодня тоже с ребятами с Татмеди говорили, вообще билеты закончились. Вот поэтому всех желающих приглашаем не просто об этом услышать, либо увидеть это, почувствовать воочию. О том, как идет подготовка к играм, сегодня рассказали и на специальной пресс-конференции. Здесь же назвали главных звезд, которых ждут в Казани. Среди них экс-игроки сборных России, Мексики, Гватемалы, Камеруна и даже подопечные самого Рональдиньо, команда R10 из Бразилии. Стоит отметить, что татарстанские спортсмены команды также будут представлены на играх будущего. Как я сказал, это Акбарс Уникс, фиджитал-гонка в составе команды Электрокартинг. Братья Ирик и Малик Рязаевы будут представлены в турнире по фиджитал BMX. В гонке дронов в команде Turbo Drones за победу поборются также наши ребята Георгий Беляев и Никита Яушев из Казани. Для турнира задействуют дворец единоборств Акбарс, Академию тенниса, Татнефть-арену, Экстрим-парк Урам, Иннополис, IT-парк, стадион Трудовые резервы, Казанский цирк и даже Сочинский автодром. Главной же площадкой станет Казань-Экспо, добраться до которой можно будет на бесплатных шаттлах. Все дни игр они будут курсировать от станции метро Проспект Победы. А для комфортной работы журналистов на территории Казань-Экспо будет открыт вот такой огромный пресс-центр. Он рассчитан на одновременное пребывание 144 сотрудников СМИ. Безлимитный и высокоскоростной интернет возле каждого рабочего места. Освещать события будут более 600 российских и зарубежных специалистов. Церемонии открытия покажут по федеральным каналам. Она состоится ровно через неделю, и наша столица к играм будущего уже готова. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов с рабочим визитом сейчас находится в Иране. В повестке официальной встречи и деловые переговоры в Тегеране и Исфахане. Раис республики уже встретился с президентом Исламской республики Иран. Ибрагим Раиси отметил высокий интерес к развитию сотрудничества с Россией и Татарстаном, особо подчеркнув вклад группы стратегического видения России «Исламский мир», которую возглавляет Рустам Минниханов. Тем самым вы представляете всех мусульман России в работе с другими странами, отметил он. Раис Татарстана рассказал, вместе с делегацией
побывал уже в нескольких провинциях и на предприятиях. В марте в Тегеране пройдут Дни культуры Татарстана. Ибрагим Раиси вспомнил свой визит в нашу республику 6 лет назад и отметил, вновь приедет осенью на саммит БРИКС. Вопросы развития внешней торговли обсудили с министром промышленности, рудников и торговли Аббасом Али-Абади. Рустам Минниханов подчеркнул, Татарстан заинтересован в поставках в Иран КАМАЗов, вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции, товаров сельского хозяйства. Также сегодня развивается сотрудничество с иранскими компаниями в разных сферах. Вопросы энергетики, вопросы автомобильных компонентов, для которых у вас серьезная мощности, они очень будут востребованы в нашей стране, в России и в Татарстане. Уже в МИДе Ирана Рустам Минниханов презентовал события, которые пройдут в Казани в рамках саммита БРИКС. Здесь татарстанскую делегацию приняли замминистра иностранных дел Али Багири и еще один замглавы МИДа, доверенное лицо Ирана в БРИКС Махди Сафари. Он сообщил, что много лет работал послом Ирана в России и знаком с первым президентом республики Ментимиром Шаймиевым. Иран стал официальным членом БРИКС с 1 января этого года. В Казани на саммит БРИКС ждут президента страны. У Татарстана налажены отношения с отдельными провинциями Ирана. Товарооборот за 9 месяцев прошлого года вырос в 1,5 раза к 2022 и составил $162 миллиона. Экономическое сотрудничество обсудили на встрече с Ахсаном Хандузи, министром экономики Ирана. Как отметил Рустам Минниханов, современная международная обстановка сблизила наши страны, и Татарстан активно старается содействовать этому процессу. Он пригласил бизнес-делегацию Ирана на Казан-форум в мае. Фарид Мухаммешин сегодня с рабочей поездкой посетил Рыбно-Слободский район. Глава парламента побывал в первой гимназии, пообщался с детьми и педагогами. Здание после капремонта. Большое внимание уделяется изучению родных языков. Ряд предметов в начальных классах преподают на татарском. Затем Фарид Мухаммешин принял участие в отчетной сессии района. В прошлом году здесь улучшили основные показатели. Так, продукции отгружено на 1,5 миллиарда рублей. Это почти на 19% больше, чем годом ранее. Воловой сбор продукции сельского хозяйства достиг 2,5 миллиардов рублей. Среди актуальных проблем дефицит воды в летнее время. В прошлом году завершили второй этап строительства системы водоснабжения. В этом планируется строить наружные сети. Район в целом успешно завершил непростой 23-й год со всеми его трудностями. Обратил внимание на резервы, которые имеют место. Я полагаю, что вот как они в выступлениях доложили, мы обязательно без внимания не оставим, эти места тоже подтянем. Я думаю, 2024 год должен быть также успешным для развития этого серьезного района нашей республики. Боимся приближающейся весны. Как жители Салмучи засудили мэрию Казани за затопленную улицу и кто виноват в некорректной реконструкции дороги. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Легендарный хоккеист Данис Зарипов и член Общественной палаты Республики Ольга Павлова сегодня провели зарядку за спорт, за здоровый образ жизни. Он доверенное лицо Владимира Путина, а она член инициативной группы избирателей. К ним присоединились молодогвардейцы и спортсмены. Интерактивный мастер-класс прошел в Республиканском избирательном штабе Владимира Путина в Казани. Эти упражнения, по признанию Даниса Зарипова, он делает ежедневно, в том числе благодаря им заслуженный мастер спорта России и пятикратный обладатель Кубка Гагарина в отличной физической форме. Зарядка – это, я считаю, самое правильное начало дня. И мы, как спортсмены, должны подавать пример всей стране и с активности начинать свой день. Владимир Владимирович Путин всегда говорил то, что сегодня спорт является приоритетом государственной политики. И самая главная задача сегодня развивать массовый спорт и детский спорт, потому что это основа всего, основа жизни. Это и энергия, это и профилактика заболеваний. Сегодня мы здесь, заряжаемся энергией, бодростью духа, занимаемся спортом и, самое главное, пропагандируем спорт. И точно так же своим примером привлекаем молодежь, подростков, детишек, ну и вообще всех наших жителей города Казани и Татарстана.
Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий посетил подмосковный госпиталь, где навестил раненого бойца и однопартийца. Ему рассказали о ситуации на фронте. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Дованков приехал в Вологду. Здесь он посетил завод по производству троллейбусов и автобусов, а также встретился с активистами. Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург в программе посещения Музея пионерии и Уральского завода гражданской авиации. Бронза в республиканском рейтинге социально-экономического развития, но есть над чем работать. В Альметьевске прошла итоговая сессия. В ее работе принял участие премьер Алексей Песошин. На долю района приходится более 30% промышленного производства Татарстана. Объем отгруженных товаров, работ и услуг составил более 1,5 триллиона рублей. Средняя зарплата свыше 78 тысяч рублей. Альметьевцы активно поддерживают участников СВО и их семьи. С начала спецоперации отправлено 400 тонн гуманитарной помощи. В своем выступлении глава района обозначил приоритеты дальнейшего развития. Первое. Стать самой привлекательной территорией для проживания, обеспечить район необходимой инфраструктурой и с вместимостью без при этом потери качества жизни. Двукратно увеличить количество жителей и создать все условия для опережающего развития малого и среднего предпринимательства. О развитии малого и среднего бизнеса в Альметьевске говорил Алексей Песошин. В районе 6 частных промпарков, однако заполнены они только наполовину. Глава правительства поручил активнее осваивать инвестиционные площадки. Один из важных вопросов на сессии – обеспечение продовольственной безопасности. По словам премьер-министра, в сфере сельского хозяйства у района есть возможности улучшить показатели. В этом году откроется дорога Шали-Бавлы, что улучшит транспортную доступность всей альметьевской агломерации. Актуальной темой для Альметьевска является развитие общественного транспорта. В 2023 году автопарк города и района пополнился новыми машинами. Теперь району нужно решать вопрос с нехваткой кадров, и не только в сфере перевозок. Вопрос с кадрами, он сейчас будет касаться каждой отрасли. Любое совещание, любое предприятие сейчас с этим тесно связывается. Здесь нужны где-то и неординарные подходы, то есть и вопросы с решением жилья, естественно, вопросы по заработной плате, и что вопросы заработной платы, чтобы экономика еще выдерживала и не было большой нагрузки на население. Поэтому это вопрос для ежедневного внимания и контроля. Снижение демографии, раскрываемость преступлений, качество образования, а также изношенные коммунальные сети. Об этих и других проблемах сегодня говорили на итоговой сессии Тюлечинского района. Ее провел руководитель администрации райса Азгат Сафаров. Он подчеркнул, несмотря на трудности, муниципалитет один из самых динамично развивающихся. Еще в 91-м он приезжал сюда вместе с Митимером Шаймиевым. Здесь не было ни асфальта, ни благ цивилизации в госучреждениях. Теперь это один из крепких сельских районов республики. Тому подтверждение и растущие зарплаты, и инвестиции, и агропромышленные показатели. Здесь же Азгат Сафаров осмотрел ряд социальных объектов. Молодежный центр «Килящек» – это ультрасовременное пространство для творчества, развития и отдыха юных тюлечинцев. Его сегодня осмотрел Азгат Сафаров. У нас новые условия теперь созданы. Обживайтесь, я вас с новосельем поздравляю. В центре будут заниматься 250 ребят. На 3 этажах – залы коворкинга, народного творчества, студия звукозаписи и мультипликации. Он дает сельской молодежи возможность проявить себя. В Тюлечинском районе от 18 до 35 лет проживает 3945 человек молодежи. Конечно же, это здание молодежного центра нам было очень необходимо. Здесь они будут реализовывать свои идеи, свои предложения. Центр появился благодаря республиканской программе строительства и реконструкции молодежных объектов. Его возведение обошлось в 200 миллионов рублей. Мы стабильно и очень системно идем к тому, чтобы в каждом районе появлялись пространства, которые будут позволять развиваться современной молодежи. В прошлом году мы 6 дополнительных еще молодежных центров открыли. И в этом году еще 6 молодежных центров мы после капитального ремонта откроем и начнем строительство нового молодежного центра в Рыбно-Слободском районе. До 150 человек, в том числе и молодых прихожан, вмещает мечеть Ихлас. В здании 97-го года сейчас идет капремонт. Мы начали в 2021 году ремонт. В сегодняшний день сделаны фасадные работы и поменяли крышу. И
сейчас остается у нас ремонт внутри, отделка. Об итогах развития Тюлечей за прошлый год говорят уже на сессии. Район исторически считается аграрным. В минувшем году здесь получили более 1 миллиарда рублей выручки с сельхозпродукции. Собрали 65 тысяч тонн хлеба. Урожайность 26 центнеров с гектара. Надоили почти 24 тысячи тонн молока. При этом наряду с аграрной отраслью уверенно развивается промышленность. Оборот промпарка Тюлечи составил 3,5 миллиарда рублей. Создано более 500 рабочих мест. В районе создаются все условия, способствующие притоку инвестиций. В 2023 году объем вложенных средств по оценке около 2,7 миллиарда рублей, в том числе свыше 1,8 миллиардов частных. Как отметил Азгат Сафаров, район один из самых активно развивающихся. По итогам года объем валового территориального продукта составил почти 8 миллиардов рублей. Зарплаты выросли на 19% до 44 тысяч рублей. Сегодня у вас все условия для нормальной жизнедеятельности людей, для молодежи, для ветеранов, пенсионеров. Это не кто-то вам со стороны пришел, сделал это вы своими руками. Это все добились. Сегодня Тюлечинский район один из самых таких хорошо развивающих территорий. Тем временем нерешенными остаются проблемы с изношенностью коммунальных сетей. За год количество жалоб на сферу ЖКХ выросло почти в 3 раза. Все чаще жители попадаются на уловки телефонных мошенников. Раскрываясь преступлений, уважаемые правоохранители, посмотрите, у вас 87% расследований было в прошлом году, в этом году вы упали до 67%. Ну, понятно, наверное, это связано как раз с мошенничеством, это не раскрываемое практически преступление. Но обратите внимание, пожалуйста. Как отметил Азгат Сафаров, задача на этот год – решить вопросы демографии, повысить качество образования, а в ближайшей перспективе обеспечить уборку снега. Здесь его выпало больше, чем в среднем по республике. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Тюлечинский район. Первый в истории республики Шаян матч обеспечил Ак Барсу досрочный выход в плей-офф. Это 4-я команда в Восточной конференции, которая отправляется за Кубком Гагарина. Казанцы разгромили Нижнекамский нефтехимик со счетом 3-0. Хочется верить, удачу принесли наши юные коллеги. Матч впервые транслировался в эфире Шаян ТВ. Комментировали и вели его тоже шаяновцы. Они же обеспечили культурно-развлекательную программу в Татнефть-арене. Все, что осталось за кадром, покажет Рузаль Шарипов. Гимны, которые болельщики привыкли слышать в исполнении взрослого хора, на Шаян-матче исполняет детский ансамбль «Батыр-Егетляр». Это победители телевизионного проекта «Сайлян» на Шаян ТВ. На этом матче дети и объявляют хоккеистов, и делают первое символическое вбрасывание. Какие твои ставки? Кто сегодня выиграет? Конечно же, Ак Барс. По-другому быть не может. Можно сказать, Ак Барс чемпион. Побеждает только он. Здесь работают сразу 30 ведущих Шаян ТВ. Самым юным по 12 лет. Ислам Хабибуллин и Асель Салахова комментируют ход игры из студии Ак Барс Шоу. Чтобы их было видно из-за стола, установили тумбочки. Следить за успехом ребят пришли и родители. Для меня это первый опыт. Для меня это немножечко страх, но мы идем дальше. И для меня это очень интересно попробовать себя в этом, потому что в будущем я хочу стать телеведущей. Только сказал, что зашли в зону, тут же гол! 2 часа в прямом эфире комментировал матч ведущий телеканала Аяс Аглиуллин. Он знает правила игры не понаслышке. С детства увлекается хоккеем. Это волнение, оно как бы во время игры оно перебивается. Ни секунды нельзя молчать. Всегда нужно что-то говорить, что-то комментировать. И очень классно. Шаяновцы хорошо проявили себя и в роли экспертов. Карим Галиев обсуждал матч в прямом эфире с Максимом Пестушко. Зайнаб Хуснуддиновой посчастливилось взять интервью у хоккеиста Артема Лукаянова. Я думала, что хоккеисты злые такие, сильные люди. Оказывается, очень хорошие, очень такие мягкие в свою очередь. Мне очень понравилось. Брала интервью Артема Лукаянова. Для меня это большая гордость, большая честь. Вот так вот стоять, задавать вопросы таким выдающимся хоккеистам. Работа здесь в прямом эфире – это очень волнительно, но в то же время это очень ответственно. Дает мне опыт в сфере ведущего, и я учусь импровизировать. То есть мой навык импровизирования нарабатывается еще лучше. Пока ведущие во время перерыва проводили интерактивы с болельщиками, в фойе юные артисты канала потрясли исполнением татарского рока.
Примечательно, что Шаян-матч проходит в год семьи. На игре было непривычно много семей с детьми. Все они в атрибутике любимого клуба. Знали, что будет сегодня такое мероприятие. Очень интересно и детям, и взрослым. Любители играть в хоккей у нас. Дети участвуют, состоят в команде «Хоккейный Атлант», детской дворовой. Поэтому стараемся частенько ходить на матчи нашей любимой команды «Ак-Барс». Я нападающий так-то, но это не легкий вид спорта. Очень даже тяжелый. Ну, интересный. Да, очень. Игра завершилась со счетом 3-0 в пользу Ак-Барса. Это обеспечило команде досрочный выход в плей-офф. В конце матча дети подарили болельщикам и игрокам победную песню Салавата в новом исполнении. На традиционной пресс-конференции после хоккея тоже приняли участие ведущие и корреспонденты Шаян ТВ. Зинатулла Белалидинов отдельно поприветствовал модератора Анвара Хайретдинова. Тренер дал высокую оценку новому формату матча. Знали о том, что вы будете участвовать, и нам было это очень приятно. И мне очень тронуло то, что вот, когда гимн пели, мне это очень понравилось. Вот. И вообще, я думаю, что вы должны чаще к нам приходить. Шаяновцы с Ак-Барсом сотрудничают давно, посещают и делают обзоры матчей. Прошедшая игра – новый профессиональный уровень, максимальный охват и погружение в спортивное событие. Я уже сегодня посмотрел, они могут вести хоккей, они могут комментировать, они все уже могут, они настоящие профессионалы. И у меня сердце радует, что у нас такие классные ребята. Они тоже устремлены к победе, к совершенствованию, к успеху. Первый в истории Шаян-матч, помимо ТНВ, в первый раз транслировал Шаян ТВ. Это очередная профессиональная высота для нашего национального медиахолдинга. Рузаль Шарипова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дехате. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмесис. В Татарстане в предстоящие сутки характер погоды не изменится. Будет солнечно и очень морозно. Температура опустится еще ниже. Подробнее через пару секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в высокой горе Кукмаре и Балтасях ясно и без осадков. Температура днем 21-22, ночью от 31 до 35 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах солнечно, снег не прогнозируется. Температура 21-22 градуса мороза днем и 28-32 градуса мороза ночью. В Чистополе, Аксубаево, Новошишминске будет светить солнце. Осадков не ожидается. Температура днем минус 20-21, ночью 28-35 градусов мороза. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Менделеевске солнечно, без осадков. Днем минус 21, ночью 30-31 градус. В Альметьевске, Бавлах и Азнакаево тоже ясный день без снега. Днем 20-22, ночью 29-33. В туристических городах республики тоже солнечно и очень морозно. В Свияжске температура 21 градус мороза днем и 31 градус ночью. Будет ясно и без осадков. В Болгарах днем минус 22, ночью минус 31, здесь тоже солнце. В Елабуге ясно, снега не прогнозируют. Температура днем около 21, ночью 32 градуса ниже 0. Мороз и солнце ожидаются и в Казани. Осадков не будет. Температура днем минус 20, ночью минус 29. Атмосферное давление очень высокое, 776 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный около 3 метров в секунду. Влажность 61%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. До встречи.